Жаз өмірін, мәз өмірін қысқартып. 12 апреля 2025 года в Центральном парке Панкрац состоялся один из самых душевных весенних праздников – Наурыз, организованный и зарегистрированным объединением «Казах Номад». С самого утра парк наполнился ароматами традиционных блюд. Гостей встречали 3 украшенные юрты, национальные качели Алтыбакан, а с полудня все вокруг ожило звуками дамбры, народными танцами и веселым смехом детей. Осы наурызды ұйымдастырушы, атсалысып жатқан кісілердің бірі екен, өзіңіз аты жөніңізді айтып өтсеңіз. Менің атым Тимур, я один из организаторов, основной организатор. Все, что это организовывает, это моя супруга Дарина и большое количество наших волонтеров. Добрый день, меня зовут Дарина Джумагул, я родом из Казахстана. Живу здесь, в Чехии, с 2020 года. Приехала сюда по программе по воссоединению с семьей. Мой муж получил рабочую визу, и мы с ребенком приехали сюда. Здесь я занимаюсь созданием казахской диаспоры, ее развитием. Мы основали некоммерческую организацию под названием «Казах Номад». Стараемся поддерживать наших казахстанских вновь прибывших граждан тем, что мы уже прошли здесь на этапе адаптации в Чехии, то, что мы знаем, то, что мы можем им рассказать, с ними поделиться об этом. Также проводим культурные мероприятия, посвященные казахской культуре, тем самым показываем всю красоту казахской культуры так, как мы это можем делать. К примеру, в этом году совместно с Амиго мы провели ряд воркшопов, посвященных казахской культуре. Из них первый наш воркшоп был это казахские традиционные игры Тоос Кумалак. В простонародье называются азийские шахи. Также мы провели 2 раза кулинарные мастер-классы. Первый из них это был по приготовлению мантов, а второй это етасу, в простонародье просто бешбармак. На наши мероприятия всегда приходит достаточно большое количество местных жителей, чехов, которые с удовольствием погружаются в нашу культуру и становятся частью ее. Я мама 6-летней дочери. Сейчас она пошла в чешскую школу. И для нас было необычным разделять вот эти праздники, как Святой Микулаш, Ваноце, Великоноце. Такие праздники, которые мы никогда не отмечали в своей стране. И с каждым годом мы приобщаемся к этим праздникам все больше и больше. Мы познаем что-то новое и разделяем этот интерес нашего ребенка и приобщаемся к местным традициям, местной культуре. За 5 лет своей жизни здесь, в Чехии, эта страна стала мне вторым родным домом. Я полюбила эту страну. Мне здесь нравится отношение людей к тебе, отношение государства к тебе. Я очень благодарна этой стране и благодарна тому, что нахожусь на сегодняшний день именно здесь. Қанша жыл болды тұрып жатқаныңызға мына жерде? Чехияда біз 5 жыл тұрғанымыз болды. Я осы жыл 5,5 жыл болады. Наурызды жалпы осылай ұйымдастырып жатқанға қанша уақыт болды? Прагада мынау 4-ші наурыз, 3-ші наурыз. Бірінші наурыз біз Праге мы организовали, но он был закрытый. Последующий наурыз мы организовываем здесь уже в парке Панкрац. И магистрат Праги 4, то есть Акимат Праги 4 сотрудничает с нами и предоставляет нам парк для этого мероприятия. Чехияға деген қай мемлекетте тұрдыңыз, әлде Қазақстаннан бірден Чехияға келдіңіз ба? Я и моя супруга, мы из Алматы, переехали
В 2020 году в Чехию, сначала жили в Брно 3 года, потом переехали в Прагу. Не жұмыс жасайсыздар? Я работаю айтишником и переехал сюда по работе. Дарина, она до этого работала тоже в IT-компании, но сейчас она больше занимается развитием казахномат, казахской диаспоры. Әйеліңіз қазақша жақсы сөйлейді? Я, әйелім қазақша жақсы сөйлейді. Қанша балаларыңыз бар? Бір баламыз бар, қыз. Она сегодня выступала в начале мероприятия. Танцевала, Она помогает. родился Қазақстанда туылды ма қызыңыз, әлде осы? Қызымыз Қазақстанда туылды, 1 жас болғанда Чехияға көштік. Жалпы енді қалай ойлайсыздар, сіздерде азаматтық алатын ойларыңыз бар ма Чехияның жалпы? Сейчас у нас есть ПМЖ, то есть мы можем здесь оставаться как можем долго. Вопрос гражданства мы еще пока решаем. Егер Қазақстанда 2 азаматтық рұқсат берсе, алар ма едіңіздер онда Чехияның азаматтығын? Ну, если была бы возможность, да, это очень здорово было. Я көптеген қазақтардан сұрадым, жалпы 2 азаматтық болса жақсы болатын еді деген айтып жатыр жалпы. Енді Польша мен Қазақстанның ауа райы сіз үшін қандай болды жалпы? Ауыр болды ма жалпы? Мысалы, бүгін сәуір 12 күн салқын болды, адамдар курткамен жүр. Ну, зимы здесь относительно теплые. Ну, для Алматы, наверное, теплые, да. Для севера Казахстана совсем теплые. Лето бывает прохладное, но нам нравится достаточно такая мягкая погода. Нет сильной жары и нет духоты вечером. А неге наурыз 12 сәуір өтеді? Неге 22 наурызда емес деген сияқты сондай сұрақ жалпы? Первый год, когда мы проводили Наурыз здесь, на парке Панкрац, в принципе, как и сейчас, и в тот год тоже Ораза была примерно в период Наурыза. И еще дополнительно к тому есть Пасха, чешская Пасха. И мы хотели, чтобы и Ораза закончилась, чтобы люди смогли поесть национальную еду, и чтобы это не совпало с Пасхой. Поэтому мы до этого проводили в районе 12 апреля и решили закрепить эту дату и проводить всегда в эти даты. Жиі жиналып тұрасыздар ма қазақтармен, жалпы осы Чехияда қазақтармен осылай бас қосып, жалпы бір жарыстар өткізіп деген сияқты наурыздан басқа жалпы? Помимо Науруза мы еще организовываем какие-то воркшопы. Иногда мы собираемся тоже у нас дома. Кто-то переезжает, кто-то приехал, либо просто сделать какую-то встречу. Стараемся помочь нашим согражданам, которым нужно временно, может быть, где-то найти ночлег на 1-2 ночи. Либо также мы помогаем нашим волонтерам, которые приезжают на Наурыз с других городов, чтобы им не было накладно и выезжать утром рано, они остаются у нас. Помимо этого, да, мы по разным мероприятиям, по разным в разных ситуациях. У нас дома собираются очень часто семьи, студенты. И да, вот достаточно недавно у нас было прям несколько дней подряд. Это различные семьи, различные ребята собирались в преддверии Наурыза или просто чтобы встретиться. Я жалпы байқадым, қазақтар өте көп екен, Прага елде. Жалпы өзіңіз білесіз бе, мағлұмат бар ма? Қанша адам тұрады Чех елінде немесе Прага қаласында немесе қазақтар? В Чехии могу ошибаться, ну, конечно, 1010, по-моему. Ну, я точно не помню. 1010, возможно, есть. Кейін енді болашақта жалпы Қазақстан қайтатын ойыңыз бар ма? Отбасыңызбен деген сияқты. Да. В случае, если будет необходимость, невозможно предугадать, что будет в будущем. Возможно, будет вероятность того, что нужно будет вернуться, и поэтому мы организовываем не только мероприятия, но еще и позапрошлом году были бесплатные курсы домбры здесь, в Праге. Сейчас у нас открыт курс казахского языка для детей, младших, постарше, чтобы в случае каких-то ситуаций, когда нужно будет вернуться в Казахстан, дети знали казахский на определенном уровне, и они были знакомы с нашей культурой, когда они приедут обратно в Казахстан, чтобы они знали нашу культуру. Қазақша үйрететін мектепке басқа ұлттың балалары да бара ала ма, әлде тек қазақтың балалары ғана бара ма? Курсы открыты для всех. Для детей да, курсы бесплатные, открыты для всех. В большинстве случаев дети приходят с казахских семей, либо со смешанных. Взрослые там уже приходят и наши казахстанцы, и приходят еще представители других наций для изучения казахского языка. Курс спонсирован Отандастар Қоры фондом.
которые предоставляют возможность, да, казахам, находящимся вне қазір ол Казахстана. мектеп қой жалпы получается кішкентай үйірме сияқты бір сөзбен айтқанда қанша бала оқиды қазір сколько там ребята учатся Ну, это не совсем школа, это курсы. Мы пока арендуем место, да, арендуем место. У нас пока нет своего центра культурного, где это можно было. думает открыть, да? Да. Вообще в планах открыть культурный центр, где будут проводиться различные занятия, где будет преподаватель, где будет просто всегда возможность прийти нашим казахстанцам и тем, кто почитает культуру Казахстана, собраться, посидеть, попить чай, да, провести время. Детей 8-9. Вот младшим наша дочка тоже ходит на уроки казахского. По-моему, 8 детей в этой группе, самых младших. жақсы рахмет жалпы жастарға не айтар едіңіз жалпы Чехияға келемін десе немесе Еуропаны көремін десе жалпы қандай ақыл кеңесіңіз бар? Приезжайте в Чехию, и вы приехали сюда учиться, поэтому уделяйте больше всего времени учебе, но при этом, конечно, да, знакомьтесь с культурой чешской, рассказывайте о нас, о том, что у нас есть своя культура, у нас есть своя история, у нас свои традиции есть. Но Чехия открыта, я думаю, для всех, поэтому приезжайте, но... Жалпы чех ұлты, мысалы осы Чехияда, Иә. Қазақстан туралы не ойлайды, жалпы қазақ ұлтына қалай қарайды? Те, кто не знают, у них не очень большое представление о том, кто такие казахи. Те, у кого есть знакомые, они немножко имеют представление. Но в большей части люди не сильно знакомы с казахской культурой. Приходя на такие мероприятия, как Наурыз, на воркшопы, они начинают все больше и больше понимать. Спасибо большое за интервью.